то, что мы желаем вам успехов во всех ваших начинаниях, в строительстве такого моста между Сибирью и далекой Латинской Америкой. И открою вам небольшой секрет, это строительство, если можно так назвать, в будущем мы планируем совместно с Национальной библиотекой и Икаро Вальдеррама дальше развивать и строить. Но об этом вы узнаете, я думаю, позже. И я желаю Икаро всего самого наилучшего, и также в личном, самом главном проекте в жизни. Да? Здесь он создал семью, и мы знаем, что у него родился замечательный сын, с чем мы его и поздравляем. Как назвали? Икаро Икарович. А я тут случайно вот сейчас взглянула на зрителей и вижу, тут у нас замечательный человек к нам пришел, Альберт Кувезин. Пожалуйста, не хотите рассказать несколько слов? Извините, что я опоздал, поэтому ничего не успел, кроме свободы узнать. Но это, я думаю, самое главное, потому что если интернет и радио, это уже какая-то свобода, меньше цензуры в нашем обществе, больше музыки, которая, к сожалению, в России не попадает в различные коммерческие форматы. И практически в России нет радиостанций, которые вот нашу музыку транслируют. Я имею в виду вообще сибирскую музыку. Это исключение может быть отдельная программа на Радио России, «Серебряный дождь». А все остальные, к сожалению, заточены на русскую попсу, на русский рок или на англоамериканскую современную музыку или классическую музыку. И вот благодаря вот Икаро и таким людям, может быть, больше будет знать про сибирскую музыку, причем разную, самую разнообразную, не только Сабжалар. Это нонсенс. Латиноамериканец пропагандирует нашу музыку во всем мире. Почему он надо? Как А сейчас позвольте передать слово я уже взяла. директору библиотечной работе Национальной библиотеки Ирина Ивановна Ергунова. Ну, я хочу... Спасибо. Я просто хочу сказать огромное спасибо, Икаро, поскольку мы уже второй раз встречаемся и секрет немножко тут приоткрыли. Я думаю, мы до конца говорить не будем, что мы планируем, да? Но думаю, что с Икаро будет чаще встречаться наша публика. Но по поводу нонсенса, это не нонсенс, это прелесть. Потому что, как сказали, он уже наш, то есть колумбийский хакаш у нас есть, поэтому вполне возможно будет что-то еще. Встречаться будем чаще, я думаю, звучать испанская речь, английская, польская в наших стенах все время будет, хакасская тоже, ну и всех остальных народов, которые проживают на территории Сибири, которые приезжают к нам в гости. Ну и на память я хочу подарить наш маленький презент вам, вот такое... краеведческий альманах, который выпускает наша библиотека, это 3-й выпуск. Ну и мы знаем, что вы не только певец, но еще и исследователь, поэтому думаю, что здесь когда-то появится ваша статья в следующем выпуске. По поводу свободы, вот когда слушаешь, хочется всем нам пожелать свободы, свободы во всем, свободы выбора, свободе иметь такую возможность реализовывать проекты, интернет-проекты, не интернет-проекты, печатные проекты. В общем, свободы вам во всем, и чтобы у вас все было получалось замечательно. Спасибо. Можно пожелание небольшое? Вот наш президент, он это самое говорит, не менее 3 детей надо. Все только начинается. Сегодня, кстати, была встреча, главный проект. Прислушиваться к Владимиру Путину. Ну, мы будем завершать нашу встречу. Спасибо всем огромное за то, что пришли, за то, что знаете нашу библиотеку, расходиться никому не хочется. Я думаю, что можно будет задать вам еще вопросы, да? Игорь Иванович тоже хотите? Скажите пару слов. Ну, конечно же, и нам, то есть
археологам, историкам тоже хотелось бы, вот, чтобы на этом сайте появились наши замечательные памятники. То есть они будут гармонично дополнять, ну и фотографии, конечно же, природы. Ну, понятно, не только Хакасии, но всей Сибири. Это будет вообще очень здорово. Но с своей стороны обещаю всячески помогать, если Спасибо. да, это нужно. Кто-то еще хочет сказать? Я уже не слышу. Всегда и то. За второго ребенка много дают. Сергей Александрович.